Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Ему нравится огонь и работа с горячим металлом. Это человек редкой профессии. Наверное, вы уже догадались. Сегодня речь пойдет о кузнечном ремесле. Главный герой сегодняшней нашей программы – человек удивительный. Он по-настоящему влюблен в свою профессию. Кузнечный процесс, он начинается именно с нагрева заготовки, с выбора материала для определенного изделия. Как мы, допустим, делаем лавку, ведь она 100% кованая. Единственное, сейчас современного кузнеца, помимо молота и наковальни, отличает то, что есть еще механические помощники, допустим. Благо цивилизация дошла и до нашего ремесла, что, несомненно, радует. Поэтому это пневматический молот, рассчитанный на определенный удар, благодаря которому уже нет необходимости, допустим, в подмастерьях. То есть кузнец он может сам все изготовить без чьей-либо помощи. Это важный фактор стал, я думаю, в моем ремесле, когда цивилизация все-таки коснулась нас. Ибо в былые времена, я еще застал то время, когда не было, к примеру, молотов, или не везде они были, это все происходило очень долго, тяжко, в общем-то. И работа стоила, наверное, в разы дороже. Сейчас это все стало гораздо проще, быстрее, ну и лучше. Наверное, профессию кузнеца можно отнести к одной из самых древних. Еще в Библии, в главе про сотворение мира, упоминался кузнец, только он там ковалем назывался. Кузнецы испокон веков были почти в каждой деревне, а слава о настоящих мастерах своего дела простиралась далеко-далеко. Я не просто уж кузнец-самоучка, все-таки я больше потомственный кузнец. Мой прадед, прапрадед, они тоже были кузнецами. И работали здесь же, в Казани, в деревне Чебокса. Это в свое время была очень известная деревня, именно кузнечная. Там по одной версии порядка 150 кузнецов было, по другой порядка 450. Даже было училище, которое, к сожалению, в 30-х годах 20 века, оно просто было развалено. Сейчас, скажем так, с группой энтузиастов мы пытаемся каким-то образом найти выходы на правительство наше, на местные органы самоуправления для того, чтобы хотя бы восстановить нашу историю кузнечного мастерства, потому что чебоксинская ковка – это как часть Казани, это, наверное, как кот казанский, это как карета Екатерина, она такая же история, но, к сожалению, утерянная. В кузнечном деле есть так называемая горячая зона, когда в работе молот, молоток, зубило. На рабочем месте кузнеца идеальная чистота. С железом он словно играет. И сейчас Ренат Нурудинов продемонстрирует, какой на самом деле это тяжелый труд. Удар, к примеру, приходится 80 килограмм на сантиметр квадратный, а кузнец как бы не старался, но больше 10 он не выжмет. Но, тем не менее, все-таки ручная работа здесь присутствует где-то? Естественно, само собой. Какие-то операции делаются здесь, допустим, оттяжка металла, разбивка, к примеру, либо выколотка. Делается на нем, он очень помогает. Но основные уже связующие части, финишные, делаются уже руками, естественно. Без рук никуда не денешься. Поэтому профессия, она до сих пор считается ручной. Горн газовый, он более удобный, модифицированный, скажем так. Угольный горн имеет свои сложности. И, к сожалению, у нас в регионе хороший уголь найти очень проблемно. Его нету фактически. Поэтому, мне кажется, все кузнецы уже дружно перешли на газовый горн. Они более компактные, более чистые. Копоти нет такой, как в мастерской. По своему опыту знаю, когда работал в старых мастерских, у старых мастеров, как правило, кузница была вся черная, вся в копоти. Ну, как
нора, наверное, крота. Сейчас же уже стало все более современное, более светлое, более удобное. Я как бы сам за то, чтобы мастерская была чистая и светлая. Вот так начинается рождаться шедевр. С каждым ударом приобретает свою, наверное, истинную форму. На самом деле вот металл, он как пластилин. В умелых руках с ним можно делать фактически все, что угодно. Будь то красивая роза или грандиозная скульптура, все делается вот из такого куска металла. Вот такой прекрасный завиток получается, буквально минут за 5. А в дальнейшем он пойдет уже у нас на нашу прекрасную лавку. И таких завитков, наверное, еще будет 100, а то и 2. Но каждая будет дополнять своей красотой именно общую концепцию нашей лавки, нашей задумки. Я думаю, все должно, даст Бог, получиться. Как восстановить старую школу ковки? Как воссоздать древние секреты мастерства? Эти вопросы давно волнуют нашего героя. Несмотря на то, что Ренат очень молод, у него уже есть собственные ученики, и он собрал целую команду. Мы подбирали нашу команду, именно мастеров искали. Кто-то здесь у нас на мастерской доучился, кто-то приходил с огромным опытом. Благодаря этому мы сколотили уже команду профессионалов, и каждый мастер именно под свое дело руку свою заточил. И благодаря этому мы стали уже универсальной мастерской. Не только куем красивые завитки, допустим, или листики, но можем делать интерьерные вещи. К примеру, вот столик, либо огромные ворота, допустим. Можем делать скульптуры. Это тоже немаловажно, потому что есть ребята-скульпторы с определенным, естественно, образованием. А в целом коллектив формировался, конечно, не так быстро, как хотелось. Кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то не выдерживал ритма работы. Все-таки кузнечное ремесло, оно в крови. Человек, наверное, с молотком все равно должен был родиться и любить это мастерство. Это ведь не только ради денег работается. В первую очередь люди любят это мастерство. Они готовы жертвовать своим временем для того, чтобы сделать ремесло еще лучше. Не забыть дедовские традиции. И, естественно, потом будущим поколениям отдать то, что сами наработали, или то, что уже имели. Это вот важный фактор, и меня это, несомненно, радует, потому что ремесло все-таки остается на высшем уровне. Ренат – участник фестивалей и народных праздников, где его любимое занятие – работа с детьми. Он берет с собой заготовки изделий, дополнительные инструменты, фартук, очки. И в режиме один его удар, один удар ученика они создают удивительные вещи. Мы проводили большой мастер-класс для деток. Порядка 30 человек приезжал деток. И мы проводили большой мастер-класс перед Новым годом. Наковали символ года мышек. И им очень это понравилось, они были в восторге просто. Сами что-то делали? Они сами что-то делали, да. И как бы восторг, эмоций их нельзя купить, а радости было, наверное, у всех очень много. И потом еще мы сделали большой такой той, накрыли стол, сварили плов на костре, скипятили самовар, и всех накормили, напоили, были все радостные, я думаю. Сперва начинается нанесение фактуры и формы. Это очень важный фактор, чтобы не испортить.
Здесь главное плавность руки, очень важно умение поставленного удара, иначе можно очень сильно все испортить, пластику и задумку исполняемые вещи. Он разные техники фактуры исполняет, то есть они каждая индивидуально получается со своей душой. Вот таких мышек мы ковали с детками, которым было по 3 года, по 5 лет. Вы не представляете, сколько было у них радости сделать эту мышку и принести еще домой с собой. Они еще и красили это потом. Правда, не обошлось без курьезов. Кто-то чуть куртку подпалил, кто-то шапку покрасил краской. Но родители все же были довольны, потому что это же именно прикоснуться к чему-то старому, к, может быть, даже более вечному, нежели современные технологии. Родители были очень радостны, что дети не сидят в интернете или в телефоне, а именно занимаются какой-то вот подделкой, каким-то творчеством, развивая какой-то вкус определенный. Было очень много вопросов, естественно, у детей. Никто не ушел без подарка. Каждый сковал свой символ года. Ну, я думаю, это самый сильный будет оберег все же, или талисман, когда именно делаешь своими руками, вкладываешь свою энергетику, свою душу. Как видите, все как в старые добрые времена, на наковальне, молотком делается. Ну, определенные оправки есть, но все же это все руками, только руками. Ну и фантазия мастера, естественно. Навыки, фантазия, они больше всего делают дело. Вот Ильдар сейчас делает уже более профессионально, он молодец. Как бы не по одной мышке закидывает в горн, а именно по 2 заготовки. Пока одна греется, с другой можно работать. Но бывает горн, он полон прям доверху, по 10, по 20 заготовок, и мастер только успевает их перебирать. Естественно, после горна, наверное, на улицу выходишь и дышится очень легко, потому что тут температура в мастерской бывает и до 40 градусов доходит, причем это даже не летом, а зимой. Очень жаркая. Очень жаркая работа такая. А летом здесь бывает как в парилке, то есть выносливость нужна именно. Ну, такая вот прекрасная мышка уже выходит. Мышка бежала, хвостиком махнула. Такая мышка, она приходится в тему нашего разговора. Была бы деревянная мышь, может быть, из дерева сделали. А это металлическая мышь. Ну, по восточному календарю, естественно. Совместная идея с нашим дизайнером. У нас есть в штате дизайнер, очень талантливый, хороший художник, который это все сперва воплощает в эскизах, далее в компьютерной графике, в разных программах. А потом мы уже распечатываем с помощью, опять-таки, современных технологий. Раньше брат что-то предлагал, там, сваркой поварить или еще что-то, ну, другим что-то был занят, учился или что, ну, или молод совсем был, а потом как-то, ну, начал серьезно уже к этому относиться. Поначалу я там болгаркой работал, ну, зачищал все это, вот. А потом потихоньку, как бы, брат научил там уже с огнем обращаться, с молотом, и как бы уже по творчеству, как бы, никогда не было творчества, ну, не рисовал ничего, а тут как бы в металле все получается. Когда был мастер-класс у нас с детками, у нас получилось с ними сделать, ну, буквально одну делали минут 10, и как бы детки были все рады, и у них получалось это сразу делать, причем, как бы, я не думаю, что это как бы тяжело, главное чуть-чуть им подмочь, и как бы все получается. Постоянно импровизируем, даже дизайнеры где-то что-то нарисовали, они больше как по теории, а мы больше здесь как в практике, где-то что-то придумываем, линию, как что это согнуть, ну, приварить.
У нас есть большое желание, чтобы нас привлекли, например, к этой работе, потому что мы знаем, что мы можем, у нас есть все мощности для этого, есть специалисты для этой работы. Ну, в принципе, мы можем ее выполнить на очень хорошем уровне. Для нас было бы это очень интересно. Сейчас, конечно, в современном мире это все режется с помощью ЧПУшных станков, да? А раньше это все кузнецы выбивали именно из листового железа, зубилом, потом напильником доводили до ума. И весь этот труд, естественно, занимал не один день. Сейчас все стало проще, потому что вот мы краим это все вместе с дизайнером в специальной программе. Потом нам нарезают на металле, привозят уже вот такие вот части, и мы уже их начинаем ковать, доводить до ума, допустим. Вот эта запчасть после ковки, но она не зачищенная. Вот эти запчасти, которые уже загнуты, да, они вот будут дальше ставиться здесь с помощью электродуговой сварки. Когда это все собрано, мы уже помещаем это все в нашу малярку, пескоструем, грунтуем, красим и потом придаем легкую патину для определенного достижения светотени. Завтра это все поедет на монтаж. Наши деды, они пользуются примерно такими же технологиями, без учета того, что были станки, все это делалось руками. Все это был очень тяжелый труд, и уходило на это не один день для изготовления такой заготовки. Сейчас стало, ну, слава богу, попроще все. Но технология ручная осталась, потому что все равно нанесение рисунка, покраска – это все ручной труд. А что это за деталь? Эта деталь будет украшать венец деревянного навеса, то есть верхнюю часть, скреплять его, дабы он, ну, скажем так, не развалился. Технология осталась все равно старая, дерево с металлом, ну, дружит до сих пор. Без этого никак не обойтись. А вот такой красивый цвет, это же как вы добиваетесь этого? Ну, здесь на самом деле есть определенные секреты. Допустим, патину мы изготавливаем из разных сортов краски сами, потому что цвет очень трудно подобрать. А черная краска – это, естественно, уже автомобильная, хорошая двухкомпонентная краска, которую мы закупаем, пользуемся ей. Ну и, наверное, всем рекомендуем, потому что защита все-таки там более 10 лет, это уже проверено. К сожалению, многие технологии были утеряны еще во времена Советского Союза в ранней стадии. К красоте, к сожалению, не стремились, нужен был большой поток, и мастера потихоньку умирали, не передавая знания другим поколениям.
Как известно, история развивается по спирали. Есть некая цикличность, о которой писал в древнейшей книге Ветхий Завет Экклезиаст. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время разбрасывать камни и время собирать камни». Идея о ценности человека вновь выходит на первый план, и мы можем предположить, что мы находимся на пороге рождения новой эпохи Возрождения. Вы знаете, мой прадед умер задолго до того, как я родился, да? Но в крови-то осталось это. То, что я хотел, то, что знал, может быть, то, что мне нужно было, это и воплощается в жизнь. Все-таки оно, как сказать, я с детства любил молоток, любил металл. Я пробовал множество разных профессий, но все же остановился на том, что делали мои деды, прадеды. Топоры, красивые изделия, подковы, допустим, предметы, утвари для дома. Это все так же у меня в крови осталось, и я очень люблю это дело, и горю желанием дальше работать. Быть может, даст Бог, мой сын все-таки, когда вырастет, тоже возьмется за это дело с рвением и душой. Каравай крае,